И Юлина Попова окончила высшую школу музыки по классу фортепиано и ударных инструментов. Профессиональное образование получила сначала в Якутском музыкальном колледже имени Жиркова на дирижерско-хоровом отделении, затем в Санкт-Петербургском государственном институте культуры на отделении эстрадно-джазового вокала. Юлина – участница федерального проекта «Голос-6», финалист проекта «Главная сцена-2». Ведет свой авторский проект и Юлина. Сотрудничает с известными российскими и зарубежными артистами-музыкантами. Спустя 10 лет в Якутске состоялся фестиваль джазовой музыки «Тонг Джаз». В числе приглашенных гостей наша землячка, певица Юлина. За ее плечами участие в таких федеральных проектах, как «Голос», «Главная сцена», ну и вишенка на торте, выступление на сцене Евровидения в составе команды певицы Манижи. Уверены, конечно, это не предел, но вот в рабочем графике нашей землячки-артистки запланирован сольный концерт и, конечно же, интервью в студии телеканала «Якутия-24». Здравствуй. Здравствуй, Юлина, Эмилия. дорогая. Сколько лет тебя не было дома на родине, в Якутске? На самом деле я прилетала сюда 2 года назад, но это было лето. А зимой я прилетала в последний раз. Я вот разграничиваю немножко, потому что есть, это большая разница. Я прилетала в последний раз в 2018 году, поэтому думаю, что достаточно давно. Ну, почти, Потому что сейчас зима. почти уже 5 лет. И как, Что-то около того, как да. зима, как впечатление от Якутска, от родины? Скучала, не скучала? Какие эмоции? Погуляла ли где-то пешком? Да, я успела погулять пешком до дома моей тети с цирка. Совсем чуть-чуть, там буквально 5 минут, но мне было достаточно, потому что у меня нет никаких там особо утепленных вещей. Я так, чисто на драйве выезжаю, в общем. По поводу соскучилась или нет, я на самом деле немножко в этом плане фаталист. У меня нет этого ощущения про скучание и так далее. Мне кажется, что это не мое, в общем, ощущение себя по миру в целом. Поэтому я просто рада, когда я приезжаю. То есть, как бы, происходит какая-то такая вот линейная история, где я появляюсь в разных местах, радуюсь, кайфую или грущу, может быть, местами. Но все это не про скучание. У меня нет времени, чтобы скучать. Я вообще кайфую от своей жизни. Вот. И на самом деле забавно, что у меня были переживания по поводу погоды. Я думала, что мое тело забыло, что такое -40. Минус 50. Минус 50, да, но это было, и меня не было здесь. Оказывается, нет, оно не забыло. Вообще, мне было абсолютно нормально. Я думала, что я начну задыхаться от плотности воздуха, когда спущусь на трап из самолета. Но нет. Нормально. Мышечную память никто не отменял. Мышечная память вообще, она всегда работает. Но единственное, что вот это было неизбежно, что я чуть-чуть приболею, да. Ну, это мелочи жизни. Абсолютно да? точно. Учитывая тот факт, что ты совсем недолго, буквально неделю пробудешь, да, в Якутске, Да. с учетом сольного концерта. Да. Что-то я должна забрать с собой, правильно? Пусть это будет насморк в таком случае. Заболевания не надо. Рыбу и караси. Ну, да, кстати, да. По кухне национальной как-то вот тоже нет тоски? Я могу немножечко... в общем, строганина, мне достаточно одного вот Кусочка, строганчика. Да. Угу. И в целом по индигирке я не сказать, чтобы суперфанат, но когда это антураж, когда есть какой-то общий знаменатель наш, допустим, мы пришли там в якутский ресторан, мы все там с якуты собрались, как-то вот это вот все, уран-саха и так далее. Это классно, то есть еда, она дополняет, а так, чтобы я просто там дома себе приготовила индигирку, нет. Пирожки, то есть дома не печешь? Я вообще в целом очень плохо готовлю. Это такие подробности мы узнаем нечаянно. Ну, на самом деле, не нечаянно, я вообще не... Чем питаешься, певица? Я не... Звезда. Плохо, это не значит, что, изыски, я имею в виду. Для меня пирожки — это изыски, понимаешь? Потому что это целая техника, это же химия. А мне достаточно, пожарить яйца, сварить макароны, там какую-нибудь гречку, что-нибудь такое. В общем, купить какое-то мясо, которое, просто готовит. Чтобы не тратить много времени на еду. Да, абсолютно точно.
Ну вот скажи, ты приняла участие в фестивале «Тон Джаз». Довольна ли выступлением? Вот, как встретила публика, земляки дорогую? Да, здесь на Землячку. самом деле было очень много волнений, потому что, во-первых, я спустя 10 лет выступала с группой «Немного солнца», с которой у меня очень-очень долгий, длительный путь здесь был. А, И было, конечно, очень волнительно, потому что, ну, целых 10 лет, это целая декада, мы очень сильно изменились все. И каково будет нам на сцене всем вместе, я все-таки немножко переживала. А, Оправдались переживания или это Вообще было все напрасно? случилось так, как оно должно было быть, потому что это все-таки люди сцены и люди, которые, возможно, за пределами могут там, ну, типа, чаи гонять и так далее, быть немножечко такими, типа, ну, там, сделаем что-то на репе или не сделаем что-то на репе, например. Но при этом, когда человек, который счастлив быть на сцене, выходит на сцену, он совершенно меняется в процессе, и у нас произошло это с каждым, кто был на сцене, потому что, да, я переживала, насколько хорошо мы сыграем, и, ну, как бы, у нас было мало времени на подготовку, вот, но при этом это было гораздо выше, чем можно было себе представить, и вообще когда-либо, мне кажется, мы вообще играли и были, и чувствовали друг друга каждый. Ну, потому что это короткое время, нам нужно было за этот короткий срок вспомнить Синхронизироваться друг всем. друга. Да. И это такой элемент тоже исторический. Ну, вот конкретно для нашей истории, у истории «Немного солнца». Также мы с Егором тоже 10 или там 15 лет назад играли одну песню, которую мы решили исполнить также на финале, в смысле на гала-концерте. Гала-концерте. Финал. Вот. И тоже очень много как бы закрывается таких гештальтов, потому что тогда мы были молоды, зеленые и юны, и, может быть, даже местами непрофессиональные. Ну да, мы были непрофессионалами, по сути. А сейчас мы вышли на сцену уже твердо стоя на ногах, ощущая Крепко держа свой... микрофон. Абсолютно и ощущая свой точно. вот уже диапазон. Да, такой, мы, и это чувствуется, и мы друг друга чувствуем, и это чувствуют зрители, потому что их сносило просто мощью. Ну, мне уже прилетают фидбэки после финала, После, ну, финала. после гала-концерта. Финала Да. фестиваля. Все правильно. Да, и многие отмечают, что это было как какая-то отбрасывающая волна. Вот такая история. И я на самом деле, я могу это подтвердить, потому что я знаю это. Потому что я ее даю. И я чувствую, что я ее даю. Как-то вот ты вот радостно смеешься. Но в этом есть уверенность, потому что я знаю, что я профессионал, и я знаю, что я делаю свое дело хорошо. Когда ты почувствовала, что вот это чувство в себе, опору, что ты профессионал, музыкант? Так, надо подумать, когда. Ну, потому что 10 лет назад, понятно, ты говоришь, что вы Ага. как-то вот все были на энтузиазме больше, я так понимаю, Да. работали, да? Да. А сейчас ты говоришь уже уверенно, что вот я профессионал, я знаю, что я даю в студию, в Да. зал зрителям. А когда вот эта твердая Ага. уверенность в своих творческих талантах появилась? Я думаю, что После Евровидения? это приходит... На самом деле нет, тут не важно, какой был временной отрезок. Мгм. Важно, что в процессе, пока я обучалась, пока я практиковала с разными музыкантами, артистами и так далее, ну и в том числе, конечно, были какие-то обстоятельства, к примеру, как Евровидение, да, это все равно какое-то обстоятельство просто. внешнее, да. Каждый раз оно вот зерно по зерну приходит в меня, и это не так, что я вот проснулась такая, ну теперь, ну все, ну теперь я точно вообще уверена. Нет. С каждым разом все становится все увереннее и увереннее, и вот это тоже была такая определяющая точка на самом деле, когда я понимаю, что все, что есть во мне, все, что у меня в голове, что я умею, какие у меня есть возможности и ресурсы, я выхожу и использую это все, и понимаю, что это работает. И каждый раз, на самом деле, когда я выхожу на сцену, я это чувствую. Вот, поэтому конкретные точки я не скажу, но скажу, что за эти 10 лет. Наверное, вот так.
Почему я спрашиваю подробнее про фестиваль? Мгм. Потому что у меня следующий вопрос. Я думаю, что не только у меня, но и многих наших земляков. Когда мы увидели впервые афишу, Ага. ну, со всеми приглашенными гостями, там, из Ага. Владивостока, из Ага. Турции, и тут внезапно на афише ты читаешь под образом до более знакомой девушки, Ага. то ли с именем, то ли с псевдонимом Юлина, город Ереван. Когда ты успела попасть в Ереван вообще, что тебя связывает, что ты там делаешь? Потому что, ну, поправь, если я не права, как-то в медиапространстве ты потерялась после Евровидения. Понятно, что ты там ведешь соцсети, ты занимаешься, продолжаешь заниматься творчеством, но это все было между Санкт-Петербургом и Москвой, Мгм. где обнаружен был Ереван. На каком основании? Ну, Шучу. Да. основания наверняка какие-то есть, Да. просто очень интересно узнать о них. Смотрите, значит, ну вот по поводу того, что я пропала с радаров, я думаю, что в целом, ну, для нас эти 2 года были достаточно, ну, как бы сложными и так далее. Но при этом я все равно продолжала выпускать музыку. Да, возможно, она не доходила до телеканала НВК. Это нужно исправить. Соответственно, я здесь по этому поводу, да, спустя Так. 2 года. У меня вообще к 30 годам, значит, мне сейчас 30, сформировалась некая идея в целом жизни моей, да, это мы вот отходя сразу к глубоким вопросам. Но Ереван — это вот такая одна из этих точек. Почему именно там? Во-первых, очень интересно, я вообще не думала, что меня судьба туда занесет, потому что это даже, эта страна не была даже в топ-5 для посещения просто как туриста, да. Ну, в твоем В личном моем, топ-5, в да? моем топ-5, да. Мгм. Но тем не менее, когда я уже туда приехала, я поняла, зачем мне нужно быть там. Во-первых, у меня очень интересная, значит, история с родителями, с моим взаимодействием с родителями, потому что я жила в интернате, в школе-интернате, в высшей школе музыки, и у нас достаточно нестандартное общение для, ну, как бы социального круга людей, для Ну, социального общества, Давай скажем мы так. поясним нашим телезрителям, что ты родилась в Покровске, Да, и я вот с родилась в 6, Покровске. по-моему, лет ты живешь отдельно. Да, я живу отдельно. Потому что ты занималась музыкой. Да, Вот. да. И так, собственно, и пошло. И в целом у меня нет таких проблем, как переехать из одного города в другой. А теперь, как выяснилось, у меня нет проблем, чтобы переехать в другую страну. Ну почему Армения? Ты уходишь от Почему, ответа. почему Армения? Почему Армения? Почему не Турция? Ну, Почему не Казахстан? Там тоже много наших земляков. Кстати, да, я очень хочу съездить в Казахстан, и я, скорее всего, поеду в Казахстан в ближайшее время делать там концерты. Да. Армения, но если просто это удобная страна для того, чтобы ассимилироваться и там разговаривать на русском языке. Ну, не то чтобы у меня есть проблемы с английским языком, но в любом случае для какого-то вот комфорта и так далее. Плюс очень, во-первых, очень интересные люди. И культ семьи там настолько высок, что даже иногда до абсурда доходит. И я просто это изучаю. Но я не хочу там конкретные какие-то примеры давать. Ну, в плане сама вообще система семьи, как она работает. Может быть, ты понимаешь, наверняка восточная история. Это все мне не близко, поэтому я туда приехала, чтобы все это рассматривать, чтобы все это исследовать. И из этой точки я могу попасть куда угодно, совершенно просто, спокойно, без лишних каких-то вопросов. То есть в Армении ты сейчас познаешь азы семейных традиционных ценностей, да? Исследую. Не Исследуешь. для себя в плане, ты сейчас думаешь, что я хочу внедриться в эту всю систему? Я даже не успела подумать, Да. успела развеять какие-то мысли, которые, может быть, у кого-то появились. Исследуешь. Вот исследование звучит как несколько такой научный термин. Ну, на самом деле, я там продолжала писать свой альбом про родителей. И, собственно, очень много оттуда мыслей пришло как раз и вошло в этот альбом, который я выпустила в 22-м году как раз. Собственно, это и послужило. Мы снимали клип на Сиване, совершенно потрясающий. Ездили в горы, делали фотосессии и так далее. И все это способствовало тому, чтобы понять, насколько вообще мир открыт.
но и в то же время есть вот эти вот места, где все еще ценится монокультура, все еще ценится внутри иерархия внутри семьи, уважение к старшим, какое отношение детей и так далее. Но при этом очень там как бы сложности с сепарацией, например, да, я так это назову. Вот, то есть, ну, как бы я не могу говорить про то, что все классно и все хорошо. Всегда есть два каких-то аспекта, которые противоречат друг другу, и это интересно исследовать. Вот. У каждой медали есть две Конечно, стороны, да? абсолютно точно. Ну вот давай я тебя спрошу таким образом. Как хотела на самом деле уточнить, как тебя встретили? Ну, ты по внешности другая, да? Потому что в каком-то из одном из своих интервью ты говорила о том, что первое время при переезде в Санкт-Петербург тебе приходилось там отбиваться и уточнить, что ты не уборщица, там, не гардеробщица, да, что ты там артистка, и что кто-то на тебя там ругался, думая, что ты уроженка Китая. Да. Там, В ковид. да, пришла Было заражать такое. такая негодяйка Да, всех, было да? такое. Вот. То есть, с одной стороны, в Санкт-Петербурге ты стала вхожа в какие-то музыкальные сообщества, да? У тебя появились друзья, которые там тебе, вот, в том числе и сказали про Манижу, да? О том, что Да. пройди кастинг. Да. А как тебя вот встретили в Армении? Там вообще очень радушные люди. Все вот это хлеб-соль, лаваш, точнее, перец, лук, там что угодно. Очень радушно, ты всегда ощущаешь поддержку, комфорт, и всегда есть плечо, на которое можно положиться. Абсолютно. Это может быть совершенно незнакомый человек, что самое удивительное. И это резкий, на самом деле, контраст после большого города, мегаполиса Москвы, когда люди смотрят зачастую в пол и идут совершенно одинокие и там углубленные в свои проблемы, да. И как бы и я точно так же жила там, понятное дело. Да, у нас там есть круг друзей и все такое, но тем не менее, как бы вот мегаполис всегда вот так действует на психику человека. Когда я переехала в Ереван, я поняла, что может быть совершенно по-другому, и это тоже такое своего рода исследование. В общем, я нахожу, ну, как бы очень много классных моментов в этом переезде. Я не знаю, насколько, может быть, я перееду дальше куда-нибудь. То есть нет такого, что это конкретно, там, я всегда мечтала попасть туда, да, и вот теперь я буду там жить, дом, семья и так далее. Может быть, будет следующая страна через, там, не знаю, через полгода, через год. А я хотела бы у тебя спросить, наверное, тебя никто не спрашивал, но я спрошу. Вот что с твоим внешним видом? Почему ты так изменилась? А что с ним? Ну вот как косички твои называются? Это дреды. Дреды. Я носила их уже очень давно. Вот, у тебя появились татуировки. Да. Вот на груди у тебя там вот на красивом месте тоже что да. происходит? Ну смотри, смотря как ты задаешь этот вопрос, в смысле, с чем связаны Я не с негативом, да. не с попыткой посмеяться, без сарказма. Да. Что Просто мне нужно понять, как мне тебе отвечать. Это понимаешь? работа стилиста или ты сама себя Нет, продаешь, конечно, продолжаешь сама. исследовать? Конечно, сама. Всю жизнь мы Зачем будем тебе? исследовать. У тебя волосы длинные? У меня волосы растут потихонечку, они уже примерно вот такие. Так. Я отращиваю их элегантно. И заплетаюсь, потому что мне очень комфортно с дредами, поскольку мне не нужно часто мыть волосы. Я собираю их в хвост, это уже выглядит как красивая прическа. Я просыпаюсь, это уже выглядит как красивая прическа. Я вообще в целом очень, ленивый человек. Мне нужно быстро приготовить что-то, быстренько убраться, быстро собраться. Поэтому я все в своей жизни делаю так, чтобы у меня все было очень комфортно, быстро. И с минимумом затрат времени. С минимумом затрат времени, да. По поводу татуировок. У меня есть подруга Марина, которая в прошлом татуировщица. Сейчас она делает рилсы для социальных сетей. И, значит, с ней мы, собственно, и начали мой татуировочный, скажем так, путь. И у меня каждая татуировка, она, естественно, что-то значит. Она не может быть, просто так. Вот. У меня, значит, из последнего у меня здесь символ женского начала. Это якутский лировидный, значит... Красиво покажи. Лировидный символ, узор. Узор. Угу.
Здесь, ну, условный символ мужского начала — это компас. Почему-то я так вдруг решила, что это будет такая целеустремленность какая-то. И я, собственно, собираю себя воедино и делаю такой вот, Там значит, что-то внизу еще есть. Мы сейчас тебя тут разденем, знаешь? ну, в общем, А да. это что за зеркало? Это тоже Похоже на зеркало. специально задизайненный, значит, эм, символ моего музыкального начала. Здесь половина символа — это канадская деревня, то есть высшая школа музыки. И вторая половина — это группа «Немного солнца». Это вот то, где я начала, собственно, познавать вообще все азы музыки. И это мой, скажем так, личный вот музыкальный символ. Мгм. Здесь птичка. Ой, мамочки, Да. я не ожидала. Да, Продолжение. здесь у меня птичка, символ жертвенности, символ донесения, опять же, чего-либо там, информации, там, чего угодно. И внутри нее, так получилось случайно, на самом деле, я не ожидала, что так будет, касатка. Это одно из моих вообще любимых животных. Мгм. Вот, я увидела это спустя там 2 или сколько-то года, когда эта штука была сделана. Так, а вот на груди что? А на груди это своего рода харсхал, если вы видите, он похож действительно, да, и он на солнечном сплетении. Это мой личный оберег, который также придумала моя подруга Марина. Он расходится на... Это что-то вроде бес-харах, если вы знаете, да. 4 глаза смотрят вокруг, и один смотрит в центр. То есть все эти углы охраняют меня со всех сторон, да, как бы, и плюс еще там 4 стороны света, условно. Ну, то есть очень много разной символики, и все это про меня, мою защиту и мою свободу. Вот так. Как интересно. Ну, можно ли предположить, что это вот желание выглядеть вот интересно, необычно, не банально? Вот я по поводу твоей прически говорю. Возможно, да, но я в целом все равно, как бы, да, конечно, я стараюсь выделиться, потому что я артист, это мы делаем каждый день, да. А по поводу... Ну, а я просто не могу себя по-другому как бы ощущать, потому что нужно за волосами, ну, постоянно укладывать их нужно. Это мне очень впадло, честно. Так могу сказать. В своем одном интервью ты сказала о том, что ты стала себя полностью принимать, да, что абсолютно неважно, какой у тебя вес, какие у тебя ресницы и разрез глаз, и ты даже такое позволила себе, ну вот искреннее такое признание, что раньше ты клеила, вот цитирую, эти дурацкие толстые ресницы, чтобы быть чем-то похожим там на европейцев, и даже подумала о том, чтобы перекраситься в блондинку. Вот, Складочки еще да, вот эти. а вот и мои ресницы, про складки там ничего не говорю. А что мои ресницы, они просто растут вниз. И сейчас ты как бы приняла себя, Да. ну это вот сколько-то лет назад. Да. Как так получилось, что ты вот приняла себя? Это, наверное, мой завершающий такой вопрос. И что не нужно для того, чтобы принять себя? И вот, как я вижу, ну, быть абсолютно счастливой девушкой в расцвете сил, которая перед собой, ни перед глазами, ни в уме, нигде не видит каких-либо преград. Но нужно быть честным с собой. Это вообще такие банальные штуки на самом деле. Я пришла к этому к 30 годам. Я буду повторять об этом постоянно. Потому что, ну это правда, вот вспомни все простые истины, которые говорили тебе твои родители, старшие, про вот 7 раз отмерь, 1 отрежь, друг познается в беде. Вот эти вот все простые фразы, которые мы изо дня в день используем, по сути. И, наверное, вот в то время, когда у нас очень большой протест идет внутри, ну и в целом вообще как бы наше мировоззрение формируется, мы, конечно же, хотим думать, что есть нечто изощреннее в мире. Есть что-то, и люди, которые старше нас, они наверняка, ну как бы, ну, не сказать, чтобы достаточно умные, потому что мы считаем себя умнее всех на момент, когда мы растем. Но по сути мы все равно приходим к тому, что они нам говорили раньше. И вот об этом речь. Любите себя и будьте счастливы. Абсолютно точно. И просто ищите себя в себе всегда. И самое главное, себе не врите.
Это очень просто, на самом деле, говорить себе правду. Но очень важно сделать так, чтобы это было просто. А вот это уже задача. И тогда же ты сказала, что если бы я не искала себя, то, наверное, ну, не было у меня желания кому-то что-то доказать, то я бы, наверное, и не ходила на кастинги, чтобы принять участие Да, в проекте «Голос» да. или «Сцена». Это тоже процесс. Это тоже процесс, потому что на тот момент мне было 22 или 20, там сколько-то, ну, очень я и сейчас молодая, ну, понимаешь, да? Юная девушка. Юная, да, неопытная. И, конечно, тогда, в том возрасте, очень хочется, чтобы были какие-то доказательства того, что ты умна, то, что ты красива, то, что ты талантлива и так далее. Потому что это все, ну, как бы, недобор. И мы ходим на эти кастинги, ходим на то, чтобы нас утвердили и так далее и тому подобное. Плюс это еще история Золушки, очень красивая, когда тебя находит твой продюсер, который тебе потом все двери открывает. Вот это вот все. Но да, есть другая история. И можно прекрасно и в ней ужиться. Да, да. Юлина, спасибо тебе большое за беседу, за уделенное время. Вот. И я тебе искренне желаю, чтобы ты подарила еще много поводов для гордости своим землякам, своей республике. Потому что, ну, где бы ты ни была, не забывай, что ты из Якутии. Уруй Айхал.